Около 3 лет назад, в 2021 году, в Абхазии очень масштабно презентовали инвестиционный проект «Москва-Резорт». По этому поводу в здании Кабинета министров руководитель данного проекта, бывший губернатор Краснодарского края, бывший министр сельского хозяйства России Александр Ткачев собрал весьма представительную компанию, среди которых был Аслан Бжаня, Александр Анкваб, депутаты парламента 6-го созыва, генеральный прокурор, судьи Верховного суда, министры, главы администрации районов. Ткачев рассказал о том, что же будет располагаться на первой береговой линии Пицунского побережья, включая рощу реликтовой сосны. По его словам, 5-звездочный гостиничный комплекс «Москва-Резорт» с живыми апартаментами будет включать в себя 47 вилл, эко-отель на более чем 600 номеров, 1305 апартаментов, спа, рестораны, бассейны и прочая инфраструктура. Проект должен вписаться совершенно в климатическую зону, чтобы не было это просто бетон, а это будет гостиница абсолютно вся зеленая. Уникальное место, 45 гектар, которое нам удалось приобрести, выкупить. И я думаю, что этот проект, это место достойно такого проекта. Объем инвестиций порядка 20 миллиардов рублей. Это очень серьезный объем. И у нас есть уже договоренности и с банками, которые будут кредитовать этот проект. Объем налогов в течение 10 лет будет порядка 5 миллиардов рублей. Только туристический оборот порядка 150 тысяч человек в год. Я очень надеюсь, что таких отелей, которым мы займемся в ближайшее время, с вашего благословения, их будет не 1 и не 5, как в Турции, а минимум 50. Опыт реализации этих проектов по скорости, по инфраструктуре и по объему у нас есть, убеждали собравшихся на презентации «Москва-Резорт» и благодарили правительство Абхазии и персонально Кристину Озган за продвижение данного инвестпроекта. Опыт реализации этих проектов и по скорости, и по инфраструктуре, и по объему у нас есть. И мы делаем их на международном уровне. Второй вопрос. А сделали мы с вами уже хоть что-то для того, чтобы этот проект продвинулся? И здесь вот Александр Николаевич подчеркнул, и я отдельно хочу поблагодарить представителей правительства Абхазии. Кристина Константиновна, извините, просто вас персонально. 2 программных документа и соглашение о особом режиме инвестиционной деятельности на территории Республики Абхазия и важнейшая программа, которая реализуется под руководством президента, говорит о гармонизации отношений, правовых отношений между Россией и Абхазией. Это те 2 фактора, те 2 фундамента, которые уже строятся. И если мы их построим, уверяю вас, это вопрос не наш. Это вопрос инвестиционного базы и фундамента, который будет создан в Республике Абхазия. Аслан Бжаня тогда, в 2021 году, назвал проект «Москва-Резорт» убедительным и беспрецедентным. В отличие от Александра Анкваб, о гражданах, пособиях и пенсиях не говорил. И про 5 миллиардов налогов, которые вроде как должна получить Абхазия за 10 лет, тоже умолчал. Аслан Бжаня отметил, что представители правоохранительных органов приглашены были на эту презентацию для того, чтобы прониклись всей серьезностью и необходимостью реализации данного проекта. Мы тоже решили, как сказал Аслан Бжаня, проникнуться серьезностью идеи и отправились в Пицунду, чтобы увидеть сногсшибательный инвестпроект «Москва-Резорт» и посмотреть, на какой стадии за 2 с лишним года находится столь уникальный проект. Строительство отеля рассчитано на 3 года, сообщали жителям Абхазии. Начало строительства объекта планируется на конец 2022 года. Значит, к 2025 году мы должны были увидеть Москва-Резорт во всей красе. Ну или хотя бы ее большую часть. Как вы сами можете убедиться, ни скоростью, ни объемом здесь и не пахнет. На месте, где уже должно было быть издалека видно стройку века, которую с таким опломбом презентовали в Кабинете министров, пустота и болото. Естественно, что вливание в Абхазию 20 миллиардов рублей – это налоги, это платежи, это пополнение бюджета, это рабочие места, как нам говорили. То есть все это было сделано с шумом, с помпезностью, представлено графически, снят целый фильм про это. Сегодня уже 24-й год. Хочу спросить, где этот проект?
Почему ничего не сделано? Где инвестиции? И насколько я понимаю, на месте выделенной земли нет совершенно ничего. Да? Никаких строительств, у вас мужики, таких инвестиционных проектов, кстати, было несколько. Да, я сейчас просто пройдусь, и вот то, что у нас были на слуху, если вы помните, это там форелевое хозяйство, которое должно было приносить прибыль, это порт в Гулерибском районе, морпорт в Гулерибском районе, который мы с удовольствием одобрили, потому что он нам нужен, грузовой порт, в котором... То есть были грандиозные планы, под все это были выделены земли, по 50 гектаров, 56 гектаров, там проекты, суммы посчитаны, да, какая прибыль государству будет. И все это те проекты, я называю, которые к данному моменту должны были быть уже запущены в производство, скажем так. Но ничего этого нету. Складывается впечатление, что все это делается просто для того, чтобы застолбить за собой землю. Интересен и тот факт, что на презентации проекта Александр Ткачев называл одни цифры, а на официальном сайте «Москва-Резорт» указаны другие. Например, объем инвестиций. Ткачев заявил порядка 20 миллиардов рублей. На сайте написано свыше 30. Количество сотрудников 1500 человек, говорили на презентации. На сайте же указано 2300. А вот количество апартаментов завысили более чем в 2 раза. На презентации обозначили как 1000 апартаментов, а на сайте размер вырос почти до 2500 апартаментов. Ну и вишенка на торте. Название столицы Абхазии, которую столько раз показывали на презентации. Создадут рабочие места для абхазов, говорили, и даже специальную школу для обучения персонала создавать собирались. Кто-нибудь слышал, где эта школа и работает ли она вообще? А будут ли там работать абхазы? А что с электричеством? Его наладят по всей Абхазии или только в новом отеле? А как же мусор? Куда его будут вывозить? Неужто на свалку в Алахадзе? А может, на свалку в Гал? В общем, одни вопросы, ответы на которые за прошедшие годы мы так и не услышали. Мы же знаем, что все, что было отдано и там, где ничего не сделано, государство не вернуло ни одной пяди земли себе обратно. Да? Инвестор же не выполнил свои условия. Спрашивается, почему до сих пор земля оформлена на этого инвестора? Почему он является владельцем этих земель? Надо это возвращать в лоно государства. Но это не делается. Я объясню, почему не делается. Более того, инвестор не хочет платить ни одной лишней копейки в государство. Это показывает, доказательством этим является то, что в парламенте лежит и другой закон. Там, у нас есть там закон об апартаментах, мы сейчас обсуждаем, но есть еще инвестиционный закон, в котором мы пытаемся освободить инвестора от всех платежей на долгие 8 лет. И какая, спрашивается, выгода государству? Для чего это нужно? И кому это нужно? И под какой это проект делается? Да? Чьи карманы мы сегодня должны наполнить деньгами, кто на этом должен заработать? Что ни государство, что ни люди, ни народ, это абсолютно точно. И напоследок хочу напомнить, Москва-Резорт, по признанию менеджера Ткачева, строится как анклав. Сама того не понимая, девушка-менеджер разрушила единственный аргумент власти о том, что подобные проекты выгодны для народа Абхазии. Наши гости привыкли жить по системе «все включено», включено. Этот проект позволит воплотить целиком эту систему, создать замкнутый контур, анклав санаторно-курортного комплекса, где все услуги будут внутри. Есть открытые примеры, когда мы сидим в парламенте и рассчитываем, что апартаменты принесут нам там 500 миллионов рублей в год, мне хочется посмеяться. Мы зачастую начали считать только прибыль и пытаемся не смотреть на риски, которые эта прибыль может принести. В случае с апартаментами, да, рисков намного больше. Подсчеты, которые там ведутся, и прибыль, которая считается заранее, да, это как снимать шкуру с неубитого медведя. Нет никакой прибыли. За 4 года правления можно было показать один инвестиционный проект в деле.
хотя бы на примере Москва-Резорт. Но его нет, и его не будет. Нам обещали запустить аэропорт, если вы помните. А где он? У нас первый самолет должен был полететь уже сегодня. Он еще не полетел. И вряд ли он даже не то, что полетит, он на эту полосу, которая ремонтируется, даже сесть пока не может. И чем эта история закончится, мы пока тоже не знаем. Это все очень сомнительные проекты, под сомнительных людей и под сомнительные деньги. Я предлагаю в Васюках надо устроить международный шахматный турнир. И все. На турнир съедутся любители шахмат со всего мира. Сотни тысяч богатых иностранцев хлынут в Васюки. Государству придется срочно построить железнодорожную магистраль и автостраду Москва-Васюки. Гостиницы-небоскребы для размещения гостей. Дворец шахмат, где будет происходить турнир. Сверхмощную радиостанцию для передачи всему миру сенсационных сообщений. Аэропорт Большие Васюки.